ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 11 мая за жительницей Ухты Оксаной Хариновой прямо на работу приехал наряд полиции. Женщина принимала активное участие в акции протеста против коррупции, которая прошла у нас в городе, в том числе 26 марта. Как рассказывает Оксана, на прошлой неделе ей позвонил некто майор Нюхов и предложил прийти в отделение, поговорить. Она ответила: пришлите мне повестку, чтобы подтвердить правовой статус беседы. Силовик отказался и заявил, что за ней приедет наряд полиции, если сама не придет. Они и приехали, но на рабочем месте женщину не застали. Коллеги, конечно, в шоке все. Это так как-то так странно уже, да? Происходят такие вещи в нашем городе, в маленьком, уже такие какие-то репрессии, репрессивные какие-то начинаются моменты. Странно, шокированы. Конечно, мы планируем заниматься, но не останавливаться на полпути из-за каких-то угроз местных полицейских. И к тому же, я считаю, это неправомерно было с его стороны и вообще со стороны нашей полиции такие действия предпринимать в нашу сторону. 11 мая состоятся судебные заседания по участникам акции протеста против коррупции 26 марта. Это 5 человек. Им грозит административный штраф, но важен, вероятно, даже не столько он, а сам факт разбирательства за выражение своего мнения на мирной акции протеста. Возможно, на то и расчет – запугать, чтобы другим неповадно было. Как рассказывает Оксана, конечно, участникам процесса не весело, есть опасения за работу и так далее, но все же. Но если мы все будем молчать, да, мы и так столько лет все молчали, и ситуация вот привела к тому, что мы уже выходим на улицы. Вот. И если мы будем дальше продолжать молчать, то еще неизвестно, чем закончится вообще вся в стране в нашей обстановка. А мы же граждане. Нас просто от политики всех отодвинули. Это типа не наше дело, да. Мы молчали и довели страну практически с нашего молчаливого согласия, я так считаю, к тому, что сейчас происходит. То, что нам закрывают рты, нам закручивают гайки, какие-то законы, нарушение Конституции. Мы будем сообщать о развитии ситуации с судебным разбирательством. Кстати, на 12 июня 2017 года намечено еще одно мероприятие против коррупции. Как отнесутся к его проведению и возможному согласованию в ухтинской и не только администрации – вопрос. Но зачем же запрещать что-то против коррупции и воровства, не так ли?